Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Так, одну минутку. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Одну минутку. Еще раз минутку. Сегодня я обращаюсь за помощью. Мой друг Иса Тыскулаев, ветеран русско-чеченской войны, по вине французских врачей вот уже 9 лет находится в инвалидном кресле. После химиотерапии и многочисленных пункций, проведенных без его согласия, он испытывает невыносимые боли. Для этих врачей он стал подопытным пациентом. Они преследовали свои алчные цели, и теперь французские врачи отказывают ему в лечении. У нас осталась последняя надежда. Последняя надежда на врачей Германии. Для этого нужны средства. Для того, чтобы он мог приехать в Германию, получить, уточнить, узнать свой точный диагноз, для того, чтобы можно было провести правильное лечение. Для этого нужна ваша помощь. На экране вы видите номер телефона, по которому вы можете уточнить необходимые моменты и детали, а также реквизиты, которые вы видите вот на экране. Я прошу вас всех не оставаться равнодушными. Я, Арцуев Аслан, правозащитник, а также наша организация Human Rights Center Ичкерия, находящийся в Германии, просим вас не оставаться равнодушными и помочь нам. Кто может, как может, любая помощь будет очень кстати. Спасибо большое, рассчитываем на вас. Всего самого хорошего. Адикюэль. Дилар дума саргаша. Это был чара от реквизиты. Шейк долуш дол сюда гона осталлацер. Модер сюда. Allah reis khuyshun masarna, del reis khuyshun. Dal masu mok shwoch sagan, dal darb duel, dal wuli yuel. Del reis khuyshun, adik yuel. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 23 ноября 2020 года. И мы сегодня обсудим очень важные, интересные темы. И, конечно же, сообщаю вам хорошую новость, что вакцина от коронавируса с 95% положительными результатами прошла вакцина успешное тестирование, проходит регистрацию, и в ближайшие недели массово уже люди будут им прививаться. А сейчас начнем наше общение с наших традиционных приветствий. Всех вас приветствую. Александр Ковальчук, слава Украине, слава Ичкерии, слава Молдове, слава Грузии, слава Кавказу. Героям слава. Александр, приветствую. Серж, в Российской Федерации Спутник 5 уже давно в продаже, говорит. Да, но в продаже-то да, но там есть моменты, которые тоже обсудим. Я скажу свое мнение, вы, может, скажете свое мнение по этому поводу. Так, господин Максим Господарь, всем привет с Республики Саха-Якутия. Приветствую тебя, Максим, приветствую Саха. Саха-Якутия, приветствую. Алекс, а мы ждем вас, наш дорогой справедливый блогер Арцуев А. Машволь, Алекс, как дела? Вигейтс, бруда. Маш Дойль, Масоль, Еди Машволь, витаю с Киева, Домитиев, приветствую, Киев. Чеченский след Рязанский Сахар. Ассаламу алейкум, Эджариджли. Ва алейкум ассалам, Машволь. Хамзат Кело, ва алейкум ассалам, Вилпес, ва алейкум салам, Немо, ва алейкум салам, Аслан Лорс, ва алейкум салам. Иван Валерьевич, привет из Будапештщины. Приветствую, Иван Валерьевич, рад вам.
Так, Мухаммед Technology Innovation. Ассалам алейкум. Вчера ночью русский из банды ночных волков, который очень любит Путлера, открыл беспорядочную стрельбу, тяжело ранив полицейского, после чего был убит полицией Германии. Да, Мухаммед Technology Innovation. Да, я слышал про эту ситуацию. Личность не была установлена на тот период времени, когда я слышал. Значит, это из банды «Ночные волки», да? Ну, видимо, уже крыша срывает у них. Это мы тоже, конечно, обсудим, но, наверное, не в этом стриме, если, конечно, я не готов сейчас обсуждать эту тему, но я читал про эту новость, дальше смотрел видео, но почему-то Ост-Вест, там Deutsche Welle нам не рассказывают, что русский террорист напал на полицейского и так далее. Ну, потому что, видимо, своя, как говорится, не воняет, да, или как это по-русски. Волк, алейкум салам, машуэль, аслан Аллаху, дал алшуэль, ходел, ниц луэлон. Дейл рейс хуэль массу, дуэлуэ, дал алш. Волк, машуэль. Так, машуэль, аслан говорит. Так, ассалам алейкум, Аллах махкар, Аллах, ва алейкум салам, Аллах кайзи. Ва алейкум салам. Так. Нужна вот вакцина от русизма. Один дрон способен вылечить планету. Так, Зазам Чедришвили, Гамар Джоба всем, Агимар Джоз Зазам. У меня от того родного дяди информация. Ага, отлично. Мухаммад Technology Innovation. Раски вы, Мухаммад. Сообщи, если есть какую-нибудь, даже ссылку можешь сюда бросить. Было бы интересно это было бы обсудить. Это очень важная тема, потому что русские террористы очень сильно активизировались. Очень сильно. Так, неуловимый Джо, ассалам алейкум. Джо, приветствую, брат. Алейкум салам, неуловимый Джо. Мухаммад Technology Innovation. Deutsche Welle и другие удаляют мои вопросы по этому поводу. Да, я полностью тебя понимаю и знаю. Deutsche Welle, русская редакция. Все, мы говорим только о русской редакции. Ост-Вест. Ну, Ост-Вест это стопроцентная помойка. Абсолютнейшая помойка. Они в прямом эфире заявления Путина, ну, его какие часовые, многочасовые вот эти марафоны там показывают. Ну, короче, помойка страшная. Постоянно лгут. Абсолютно нагло лгут. Теперь вот в Берлине идет суд, кстати говоря, завтра и послезавтра, 2 дня будет в Берлине суд над убийцей Зелимхана Хангашвили, русским террористом. Призываю всех посетить этот суд и отметиться, показать, что мы есть. Вот Ост-Вест нагло пытается уже практически сделать невиновным вот этого террориста, который там уже просто клейма ставить негде, там пойман с поличными, ну, вся доказательная база есть, все имеется, ну вот они пытаются его выгородить. Ну, террориста, как говорится, видит издалека. Рыбак рыбака, а это террорист террориста. Так, и вот русский террорист, без преувеличения, из ночных волков, это банда ФСБ, которая контактирует с Путиным, которой Путин непосредственно поднимает ее рейтинг, постоянно с ней там тусовался, как говорится. И они здесь проводят какие-то марши. Ну, короче, это обычные гибнявые вот эти агенты, которые здесь есть. Не знаю, почему немцы терпят, почему под разными предлогами их не выкидывают отсюда. Например, да, немцам сообщаю, которые меня смотрят. Я знаю, что меня смотрят немецкие власти, определенные люди меня смотрят. Вот сообщаю вам. Например, несколько лет назад, по-моему, я еще не приехал сюда, в Германию. Не помню, я лет 5 назад было это, может быть. Чеченцы с курдами поругались здесь. Это была стопроцентная провокация. Я знаю людей, которых сюда вот позвали, вот как сейчас в Дижоне во Франции позвали, вот сейчас в Берлине звали, в других местах. Вот эти провокации, когда нас пытаются во что-то втянуть.
И туда поехали абсолютно ребята, которые никакие, не радикалы, вообще радикализм, терроризм, вот это нам чуждо, это противоестественно чеченцам. Но это другая история, которую мне постоянно приходится доказывать. Так вот, поехали туда ребята, потому что сказали, что курды избили каких-то мужчин и женщин, чеченцев. Там несколько человек они избили, женщин. Ну, акцентировалось внимание на то, что избили женщин. Да? Не знаю, что там было во всех подробностях. Может быть, какое-то нападение на женщин и было, но это так раскрутили и туда поехали. Много ребят поехало, абсолютно не радикальных взглядов. Чеченцы вообще по своей природе не радикальны. Чеченцы радикальны только то, что касается их независимости и свободы. А в чужой свободе или в чужой, особенно будучи в гостях, мы абсолютно не радикальны. Короче говоря, что делают немецкие специальные службы? Вылавливают, я знаю, двоих человек. Я могу привести эти имена, фамилии для любого человека, которые не являются никакими радикалами. Не в пользу их, конечно, но я все-таки скажу. Они выпивают иногда, по клубам где-то ходят там и так далее. Так вот, этих людей записывают в радикалы. Потому что тогда, не помню точно какой-то год был, по всей видимости, это время, когда ИГИЛ, вот это террористическое бандформирование, которое курировалось, организовывалось партией Баас, иракская партия Баас, которая была маленькой копией КГБ и курировалась российскими спецслужбами, вот это ИГИЛ, они там повоевали с курдами. И теперь это преподносилось немецкими спецслужбами или немецким спецслужбам какие-то консультанты преподнесли им так, что это радикалы едут убивать курдов уже тут в Германии. И всех подряд чеченцев забирали и приписывали им вот этот бред, что они радикали. И вот у двух человек проблемы, они занесены в этот исламский терроризм, вот этот какой-то их список, и теперь они даже не могут адвоката нанять. Потому что адвокат не берется за это дело, потому что оно 100% гиблое дело, проигрышное дело. Им это не интересно. Так вот, к чему я это все рассказываю. Уважаемые немецкие коллеги, уважаемые спецслужбы немецкие, коллеги, я имею в виду правозащитники, я вас призываю, вот этих ночных волков, вот этих путинофилов разных, да, Путин-Ферштейнов, без разговора, они опаснее, чем ИГИЛ. Не те, которых заподозрили в связях ИГИЛ и объявили внесли в списки опасных каких-то радикалов. Не настоящий ИГИЛ, который реально опасный, а вот они в 10 раз для Германии, для безопасности Германии эти люди опасны. Да, они трусливые, они не такие фанатичные, как в ИГИЛе есть. Но эти же игиловцами, вот эти трусливые банды, ими управляют и ими манипулируют. Поэтому призываю, конечно же, мы эту тему будем освещать, призываю, конечно же, объявлять заранее, как вы объявили этих двух чеченцев, можете объявлять заранее их террористами и выкидывать из страны, и лишать гражданства. Кстати говоря, это тоже очень верный способ для того, чтобы защитить устои, конституционный строй, государственную и национальную безопасность Германии. Вот этих людей нужно выдворять отсюда, объявлять их персонами нон-грата. Так что вот, пойдемте дальше. Конечно же, мы эту тему будем, Мухаммад Technology Innovation, мы будем ее освещать. Да, Алмула. Так, Париж 95. Салам алейкум. Алейкум салам. Так. Ассаламу алейкум, Аслан, Нью Горизонт. Ва алейкум ассалам, Нью Горизонт. Аризонц. Фриман антипутинизм. Русские террористы перешли в открытое наступление на Европу. В Deutsche Welle будут заметать их следы. Да, абсолютно согласен. Так, неуловимый Джо. Аслансу Нохчеву. Машвоваль Джо. Мэкшду. Приветствую всех единомышленников русской
всех единомышленников Русской империи зла. Приветствую всех единомышленников. У тебя чуть-чуть неправильно, мне кажется, получилось, Фриман. Так, давайте я перемотаю, друзья. Так, Анзор. Владимир Котяков. Нет, не было никакого вируса. Просто это коронабесие. Коронабесие, государственное рабство. Не коронабесие тогда уж, Владимир, да, если мы уже пишем, то коронабесие, потому что вы тут как Коран это пишете. Государственное рабство. Так, Мухаммед. Прямых свидетельств нет в берлинском деле. Могут ли оправдать убийцу Хангашвили? Нет, Мухаммед. Технологии инновацион, нет, оправдать убийцу Хангашвили немецкое правосудие не может в принципе, так как слишком много доказательств, очень много доказательств. Преступник задержан по горячим следам практически на месте преступления. Много свидетельств, орудие убийства найдено, да. Ну, короче говоря, шансов отвертеться нет никаких. Только русский ответный террористический, новый террористический акт, захват заложников, граждан Германии, для того, чтобы их можно было обменять. Только так. Я абсолютно убежден, конечно, это решение суда будет, да, я не могу говорить за суд, но я абсолютно убежден, что решение суда будет обвинительным, вердикт будет обвинительным, и срок будет большой и долгий. Да, Аллах. Ахмад из Грозного. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Ахмад из Грозного. Так, Игорь Максимов. Витания чеченцевские. Витания, Игорь Максимов. Приветствую. Анзор Рено, чеченцы почему-то боятся в мире. Неужели мы такие страшные? Нет, Анзор, мы наоборот очень добрые и пушистые. Относительно, конечно. Мы добрые и относительно пушистые. Но мы ничем не хуже, не лучше других народов. Но это есть большая пропаганда. И мы даже не знаем, насколько она сильна. Многие не знают, насколько эта пропаганда в головах у людей сидит. Где-то под коркой. Да? И я вот именно этим занимаюсь, что борюсь с этой пропагандой. Я боролся и с ней, против нее, с ней в Москве и продолжаю это делать тут. Тут более открыто и более успешно, мне кажется. Ночные волки – это оружие в руках российских спецслужб, говорит чеченский след Рязанский сахар. Да, совершенно верно. Мне кажется, это и есть чеченские спецслужбы, это и чеченские, говорю, российские спецслужбы. Так, ночные шакалы, говорит, точно. Аслан, уважаю от души, говорит, неуловимый Джо. Баркал, дякую, как говорят наши друзья украинцы. Неуловимый Джо. Как найти? Салам алейкум, Аслан Кенти, приветствую наших друзей. Ва алейкум салам, как найти? Бамут Череи, ассалам алейкум, Машуэль Аслан. Ва алейкум салам, Дейлер салам Машуэль Бамут, Машуэль. Так. Это не басманный суд, это по полной дадут. Дал мула. Абарак салам машалу масак ва алейкум салам машуоль. Фриман антипутинизм. Члены форума «Свободной России» изобрели новый термин «либеральная империя» и надеются продолжить имперскую политику войн, диктатуры, репрессий после прихода к власти России. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Это форум паскудной России. Все делегаты, которые там присутствовали, все, не руководство этого форума, а все, кто присутствовал, я выражаю глубочайшее уважение к этим людям. Я с многими там общался, ну, с некоторыми из них общался, потому что там было очень много людей, с многими не получилось бы физически. Но руководство форума «Паскудная Россия» я называю паскудным руководством. Так, может это хорошо, что нас боятся, говорит Анзор Рино. Анзор, ну смотри, смотря как сказать. Во-первых, было бы хорошо, если бы нас не боялись, а уважали. Потому что страх это не самое лучшее средство. Это нам оно чуждо на самом деле, как таковое. Но
в том положении, в котором мы находимся, если бы они еще нас и не боялись бы, я тебе уверяю, та ненависть и неприязнь, которую они к нам испытывают, и без страха, если бы она по отношению к нам была, они бы просто вытирали бы ноги о нас. Сейчас хоть побаиваются. А так, конечно, плохо, когда боятся. Надо, чтобы уважали, дружили. Так, давайте я тогда перейду к своей главной теме своего форума, своего сегодняшнего нашего стрима. Так, смотрите, я вам покажу одну вещь. Был недавно саммит, так называемый саммит АТЭС. 20 ноября он прошел, 3 дня назад. На этом саммите АТЭС, там они обсуждали, там и Трамп был, и все серьезные люди были, ну и террориста, обычного вот этого убийцу и террориста тоже пригласили, по старой привычке. Как бы, ну что поделать, мерзавец, ну что поделаешь, управляет такой большой страной. Так вот, на этом саммите Вова Нано-царь, гнида-царь, мне так нравится, сказал следующие слова. Давайте сейчас я вам включу, чтобы мы послушали и было понятно, о чем говорил гнида-царь. Так, одну минуточку. Так вот, на этом форуме гнида-царь заявил, что вакцина есть, она изобретена, 2 даже вакцины есть, что она зарегистрирована, что они работают. Почему-то люди у них умирают каждый день, но она почему-то работает, все такое. И проблема в том, у русских, да, по моей версии, опять же, коронавирус появился именно в то время, и очень много в то время, когда России и Путину наложили санкции, были большие проблемы, и я думаю, только коронавирусом сейчас дело не обойдется, дальше может это продолжаться. Именно поэтому, зная вот эту систему, что Путин может еще раз запустить уже какую-нибудь бубонную чуму, еще что-то, да, у Советского Союза и уже России много разной вот этой заразы, которая может убить все живое на Земле. И я бы не удивился, если этим мерзавцем окажется, который убьет большую часть человечества, окажется Путин, да, потому что этот человек хуже Гитлера, Сталина и всех вместе взятых. Просто он пока еще только разгоняется в своем деле, да, ну и очень боится. Он трусливее, чем Сталин и Гитлер, наверное, вместе взятые. И вот я считаю, конечно же, да, что это коронавирус, детище Путина и его банды спецслужб. И мы тогда говорили еще, если вы помните, мы тогда обсуждали, что кто первый придумает антивирус, тот и будет тем, кто запустил этот вирус. Первым об этом, конечно же, заявила Россия. Об этом сказала Россия. Но возникла небольшая проблема у России, как обычно. Да? Не все предусмотрели, как дело с рязанским сахаром и так далее. Все вроде бы просчитали. Сейчас весь мир упадет на колени и будет просить Володю: Володя, все ужасно, вот дай нам антивирус, давай мы спасем человечество. Там скажут французы, американцы, все упадут на колени, простят ему все. Володя, пожалуйста, дай нам вирус, антивирус, вакцину, спаси нас. Но, увы и ах, мир не упал на колени. Мир проигнорировал вот это чмо. Это чмо, которое русские 20 лет восхваляют и считают своим президентом. Это ничтожество было полностью проигнорировано. И возникла другая проблема. Антивирус есть. Кто запускает вирус, у того есть антивирус. Но у этого чмо
нету возможности массово производить эти вакцины. И вот давайте послушаем сейчас, к чему это пришло. По видеосвязи из Москвы, как отметил российский президент, победить угрозу можно только сообща. Безусловно, приоритетный вопрос объединения усилий в борьбе с коронавирусом. И России здесь есть что предложить нашим партнерам и друзьям. В этой сфере нами накоплен солидный научный и клинический опыт. Хочу напомнить, в России созданы и зарегистрированы 2 вакцины. Спутник Ви и Эпивак Корона. Еще одна, 3-я вакцина на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть, обе вакцины отвечают 2 важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном. Вопрос? Чтобы наладить массовое производство. Опа! В России мы его разворачиваем. Разворачивать. Никак развернуть не могут. У них столько людей уже умерло. Они не могут никак развернуть. Ой, бедолаги. И недавно вот на этом же или позже совещании вот это суперчмо, которое именуется президентом так называемой федерации, да, российской, умолял президента Франции Эммануэля Макрона наладить вот, производство этой вакцины. Но, увы и ах, чмо поняли во всем мире теперь. Не только мы, чеченцы, знаем, что это чмо. Теперь весь мир знает, что это чмо. Среди других тем, затронутых Владимиром Путиным, борьба с киберпреступностью. Вот теперь еще с киберпреступностью будет воевать, да? Своих ГРУшников успокоил бы ты, чмо. Так, пойдемте дальше, чтобы сразу, пока как говорится, куй пока горячо, как говорится, да? На самом деле у всех становятся волосы дыбом, медики Архангельской области о ситуации с ковидом начали рассказывать. Потому что ситуация очень критическая. В последнее время очень много заразившихся в России и коронавирусом людей. Очень большая вспышка идет. За последние сутки, по-моему, зарегистрировано 6 тысяч заболевших только в Москве. В других местах уже не считают ни трупов, ни заразившихся. Просто... Кто выживет, тот выживет, да, от коронавируса, конечно, погибают не все. И проблема в коронавирусе, первая основная проблема коронавируса, конечно, она убивает, это главная проблема, но основная проблема в том, что для того, чтобы спасти людей от коронавируса, который поражает легкие, нужны аппараты искусственного дыхания. Потому что дышать становится очень тяжело, и человек фактически задыхается, поражаются легкие. И вот когда он не может дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. И самая большая проблема была у Соединенных Штатов, и тут в Германии, во всем мире отсутствие ИВЛов, и искусственных вентиляций легких. И нужно было растянуть, не побороть, не чтобы он исчез. Все, коронавирус, запущенный вот этим наночмом, русским царем, он навсегда с нами, он будет мутировать, он будет меняться, он будет убивать еще много-много раз. Это как грипп будет продолжаться. Или как тот же ВИЧ, вируса иммунодефицит человека, да, вирус иммунодефицит человека, по-моему, называется. СПИД так называемый. То же самое происходило тогда. И тоже он появился странным образом, и тоже есть основания полагать, что к этому делу приложили руки спецслужбы. И я полагаю, это только могли быть советские спецслужбы. То есть тот самый КГБ. И они вот такой вот отвлекающий маневр делали. Так вот, очень много людей гибнет, и ничего не может исправить эта ситуация сложившаяся. Ну вот сейчас давайте посмотрим, и потом продолжу свою мысль. Не хватает ресурсов для работы в условиях эпидемии коронавируса.
продолжая, от коронавируса, конечно, не все погибают. И нужно просто, я заканчивая мысль, нужно растянуть это время, чтобы заболели только не все скопом, как болеют от гриппа, да, или еще чего-то, а вот поэтапно, для того, чтобы как можно больше сохранить людей. Но даже вот эта ситуация, которая сейчас складывается, есть вероятность, что здесь на Западе ожидают, что может после коронавируса пойти новая эпидемия. И смотрите, как действует Путин. Как получается вообще, если предаться логике. Может, кто-то в это не поверит, потому что это невероятные вещи. Этим коронавирусом Путин убивает своих пенсионеров. Что у него личные претензии к пенсионерам, мы все прекрасно знаем. Что у Путина личные претензии. Потому что мы все знаем, что продлен срок пенсионного возраста, поднят специально, чтобы не хватает денег. И все эти пенсионеры, по большей части, погибают все люди преклонного возраста, взрослые люди от этого. Большая часть, процент, не все погибают, старики, но большая часть людей, которые гибнут люди в возрасте, хотя гибнут и молодые. И смотрите, убираются пенсионеры, продается вакцина, на которой делаются миллиарды, есть не триллионы. Да? Одна вакцина стоит от 25 до 27 или до 37 долларов обходится. Одна вакцина. Вот сейчас это Pfizer и Moderna. Есть две компании фармацевтические, которые заявляют вот эту цену. Они говорят, что это оптимальная цена, справедливая цена. Хотя, конечно же, он стоит меньше. Себестоимость его стоит меньше. Но в любом случае это намного выгоднее, чем лечить человека. Да? Заплатить 25 долларов за вакцину. И Путин продает эти, план таков был, да, у гибняков, да, такие простые, как 3 копейки питерские парни, решили убить всех своих стариков, и после этого какие-то русские пенсионеры еще поддерживают, продать вакцину, заработать миллиарды, триллионы на этом, или миллиарды, сотни миллиардов, и третье, подружиться со всем миром. Все, вы же спасли всех, вы же предоставили все, вы будете им продавать вакцину, будете там помогать, там, и так далее, и так далее. И по факту с вас снимаются санкции, вы все. И вот таков был план. Но, увы и ах, никто не покупает эту вакцину, никто не прощает за Крым, за Украину, эти санкции не снимаются, но русские старики и бабушки погибли. Это факт. Вот на этом Путин, как обычно, русских объегорить ему получилось. Больше никого объегорить не получилось. Давайте послушаем. Надо объявить, чтобы скорую не вызывали. Нас нет, некому ездить. Много ковидных или вообще? Много вызовов и ковидных, и всяких. Ну, я, по-моему, в прошлом еще эфире у себя показывал это. Я перейду к следующей новости. Вакцина от COVID-19 в США может начаться, вакцинация от COVID-19 может начаться уже 11 декабря. Если вы помните, 11 декабря 1994 года русские фашисты напали на независимое суверенное государство Чеченскую республику Ичкерия. Да. Давайте послушаем, что я вам прочитаю, так как это короткие новости на канале «Голос Америки». Вакцинация от ковид в США может начаться 11. Об этом заявил доктор Монсех Слауи, назначенный президентом Трампом. Во главе группы по созданию вакцины и проведению вакцинации. Взгляд, правда, Монсеха какой-то удивленный. Руководитель компании Moderna назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса
ожидается, что одна доза обойдется потребителям от 25 до 37 долларов. В принципе, это говорит лишь о том, что вот в декабре вакцинация начнется в Америке. И я думаю, когда уже массовая вакцинация пойдет, что в январе Европа уже будет нам буквально продержаться. Господа, это не значит, что вот сейчас есть вакцина от коронавируса, и нам нужно расслабиться, не носить маски, не соблюдать эту дистанцию социальную. Нет, обязательно нужно соблюдать. Постоянно мыть руки, носить маску, не собираться большими группами людей и беречь себя. Буквально месяц-два нужно потерпеть. 2-3 месяца нужно потерпеть. Потому что очень большое просто количество людей нужно привить, вакцинировать. И все равно это еще не 100% избавление. Да? От этого вида коронавируса, как говорят специалисты, люди избавятся. Есть вероятность, что он может мутировать, и уже получится новый коронавирус, новая разновидность этого коронавируса, и так может продолжаться просто до бесконечности, как с тем же гриппом, который присутствует. Поэтому призываю всех очень осторожно относиться. Да, вакцина изобретена, вакцина уже имеется, уже 3 компании, Pfizer и Moderna, две компании, еще какая-то третья, у них почти 95-96% излечимости, эффективности этой вакцины, но она, конечно, пока до нас еще не дошла, и прожить еще месяц, 2, 3, если только в 11 декабря она только начинается в Америке, это, грубо говоря, через 20 дней, через 3 недели она начнется там. Это значит, производство уже запускается, будут уже вакцины производиться массово. Я знаю, что в Германии, конечно, тоже есть очень крупные фармацевтические компании. Думаю, в декабре уже и Германия уже сможет начать прививать людей. Но вот это время нам нужно как-то протянуть и продержаться. Дал маршал дойль цонгшен, дал алш дойль масу. Дай Бог всем нам здоровья, крепкого, чтобы мы пережили этот ужас. И не только пережить коронавирус, нам еще нужно пережить эту Путину, путиноидную. Так, давайте я тогда завершая покажу вам еще один репортаж из настоящего времени. Очень интересный, тоже связанный с коронавирусом, чтобы у нас была у вас была исчерпывающая информация по поводу коронавируса. Гонка, внимание, которая прикована во всем мире. Кто первый создаст и выпустит надежную, проверенную по всем научным стандартам вакцину от коронавируса. И, похоже, фаворит становится все более очевиден. Это компания Pfizer и BioNTech, которые настолько продвинулись в своем совместном проекте, что вот-вот получат разрешение на массовый выпуск вакцины у американских властей. В пятницу компания Pfizer обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за срочным разрешением на применение вакцины от коронавируса. По заявлениям компании, произведенная совместно с немецкой компанией BioNTech вакцина создает иммунитет в 95% случаев. Такие данные были получены после исключения из результатов исследований тех участников, кто заболел COVID-19 и при этом получил вместо вакцины плацебо. Итоговый результат исследования не только подтвердил 95% эффективность, но также, я считаю крайне важным, показал эффективность в 94% при применении вакцины у людей старше 65 лет. Это означает, что вакцина работает, независимо от возраста человека. А вот в американской компании Moderna заявили, что рассчитывают получить разрешение на применение вакцины в течение нескольких недель. По результатам клинических испытаний, вакцина способствовала выработке иммунитета от коронавируса в 94,5% случаев. Ученые назвали представленные Moderna и Pfizer-BioNTech данные сенсационными.
Нам, безусловно, необходимо дождаться всех необходимых разрешений. Если все пойдет хорошо, мы можем начать поставлять вакцины в Европу и США во второй половине декабря. В основе вакцин Pfizer и Moderna технология РНК. Ученые сравнивают ее с набором инструкций для организма по самостоятельному созданию частицы коронавируса. После того, как организм ее создает, на это обращает внимание иммунная система. И начинает вырабатываться иммунный ответ. Обе вакцины вызывают несколько более сильные побочные эффекты, но также способствуют выработке более стойкого иммунитета. О многообещающих результатах на днях объявили и британские ученые. Вакцина компании AstraZeneca, разрабатываемая в партнерстве с Оксфордским университетом, по словам ее создателей, вызывает значительно меньшие побочные эффекты у населения старших возрастных групп. Этот фактор считается особенно важным, поскольку с возрастом люди обычно хуже переносят вакцины. Наша задача — провести тщательные клинические испытания, после которых мы будем готовы дать заключение об эффективности вакцины. И я настроен оптимистично. Думаю, что мы сможем это сделать до конца года. Пока AstraZeneca продолжает набор 60 тысяч добровольцев для участия в финальной фазе клинических испытаний. Власти Великобритании уже объявили о готовности приобрести 100 миллионов доз новой вакцины. В стране также тестируют другие вакцины, как, например, вакцину Janssen американской компании Johnson & Johnson. Третья фаза клинических испытаний Janssen начинается в 17 региональных центрах по всей стране, включая Саундгемптон, Данди, Кардифф и Белфаст. И если испытания пройдут успешно, а в этом пока нет уверенности, и если будет доказана безопасность и эффективность вакцины, к середине следующего года нами будет заказано 30 миллионов доз. В мире испытывают еще более десятка различных вакцин, что активно приветствуют во Всемирной организации здравоохранения. Однако в этой гонке основное внимание приковано к тем компаниям, кто может быстрее организовать массовый выпуск вакцины. В связи с чем в аэропортах по всему миру уже рассуждают, как перевозить вакцину Pfizer, которую нужно хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия. С точки зрения логистики, хранение вакцины при температуре ниже минус 80 градусов Цельсия не сложнее, чем при температуре от минус 2 до минус 8 градусов Цельсия. Как вы могли слышать в новостях, Pfizer в настоящее время разрабатывает контейнер, который позволит поддерживать температуру ниже минус 70-80 градусов по Цельсию. Другой вопрос, который стоит перед разработчиками вакцин, это налаживание их массового производства. Pfizer и Moderna объявили, что в лучшем случае смогут выпустить несколько десятков миллионов доз к январю 2021 года, в то время как спрос на вакцины уже сейчас составляет сотни миллионов доз только в Соединенных Штатах и Евросоюзе. От того, сколько вакцин смогут произвести фармкомпании, будет зависеть успех в борьбе с коронавирусом. Ученые говорят, что единственный способ прервать распространение вируса – это одновременно вакцинировать большое число людей. Вадим Оленичев, Алексей Горбачев, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Доставлять медикаменты пациентам прямо домой собирать. Так, ну, в принципе, я думаю, можно чуть-чуть с облегчением вздохнуть, что коронавирус, в принципе, побежден. Не до конца, не полностью, не прямо сейчас, но буквально через месяц, через 3 недели Германия будет уже поступать вакцина. И очень я надеюсь, что в ближайшее время поступит и во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, где очень много людей погибают от этой страшной заразы, которую, на мой взгляд, опять же, запустил террорист Путин. Ну, перейдем к вашим вопросам. Так. Ассаламу алейкум, Аслан говорит. Кавказус Бергер. Алейкум салам, Кавказус Бергер. Самочувствие. Дикю, делаю свой. Мухаммад Мухаддин. Зато Крым российский, хоть с камня с неба. Да, точно. Опоздал, придется пересматривать. Да, Амзат, придется пересмотреть, ваш, да. Так. Курильщика вроде не коснется, говорит. Я не думаю, что Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум салам, курильщика вроде не коснется. Мне кажется, курильщиков
Это как-то наоборот, мне кажется. У курильщиков легкие должны быть послабее, чем у обычного. Тут я заметил одну деталь. Много людей бегают. Я не знаю. Видимо, ну, бегали тут всегда, конечно, да, всегда тут очень много таких спортивных, здоровый образ жизни ведущих людей. Но вот бегающих, мне кажется, стало намного больше, не знаю. Так, Фриман антипутинизм. Deutsche Welle ведет целенаправленную, ангажированную античеченскую пропаганду в духе геббелевской. В начале 20 века, в 1933 году, немецкий народ, так же как и сегодня, не думал, к чему приведет эта пропаганда. Да, Фриман антипутинизм. И знаешь, что еще? Я бы хотел дополнить то, что ты говоришь. Есть такой писатель Виктор Суворов, да, бывший сотрудник ГРУ, который сейчас проживает в Лондоне или в Англии где-то. И он написал книгу «Ледокол». Так вот, он там рассказывает, что партия, гитлеровская партия, вот этих социал-националистов, или национал-социалистов, они были ледоколом, книга так и называется «Ледокол», ледоколом революции. А Путин, Сталин использовал их для того, чтобы немцы, национал-социалисты, напали и начали завоевывать Европу, а потом присоединиться самому, чтобы захватить всю Европу и вот эту революцию коммунистическую, эту заразу распространить. Потому что они поняли, что если весь мир не сделать таким, как они его видят, то отдельно от мира существовать не может. И я боюсь, что то же самое они могут снова захотеть повторить. Да, почему бы нет? У немцев очень сильная экономика, соблюдают закон, их нужно направить в нужное русло. Правда, не получается у них пока, слабовато получается. Но АФД есть такая альтернатива для Германии. Партия, которая поддерживает националистов, нацистов, там очень много русских, сразу видно, откуда растут ноги. И эти люди заняли определенное количество в немецком парламенте, определенное количество мест в немецком парламенте. Думаю, что это плохая тенденция. Но сейчас у Путина все плохо. На вакцине тоже не разжился, бедолага. Так, Тор у нас появился. Витаю, я много пропустил. Ну так, нормально пропустил, я тебе скажу, минут 50. Витаю, Тор. Ичкерия Форева, турок из Германии, молодец, респект, Ког. Коронавирус силен, возможно, это наказание от Всевышнего всего человечеству. Любое испытание, любое, что происходит на Земле, конечно же, оно от Всевышнего. Даже если этот коронавирус запускается Путиным, то это делается только лишь с позволения Всевышнего Аллаха. Но наказывать, наверное, нужно было бы Путина в первую очередь. Чеченский Рязанский сад. Кадыровский YouTube-канал Зелимхан потихоньку начинает свое вещание после выполнения своего задания. Не понял, о чем ты? Канал Чеченский след, Рязанский Сахар. Так. Ичкерия Форева. Когда наш народ освободится от радикальной пропаганды гибни, то начнет носить в мировую копилку свой вклад. Будем надеяться. Будем надеяться. Иван Валерьевич, пусть Бог вам помогает. Спасибо за вашу работу. Слава свободной Ичкерии, Украины, Беларуси, Грузии. Спасибо и вам, спасибо и вам того же. Так, Станис Насвайка. Аслану и всем врагам Кацапстана привет с Украины. Витаю, Украина, витаю, Станис. Так. Продолжение имперской политики в постпутинской России на фоне отсутствия у нее современного вооружения закончится для нее трагически, если сама не откажется от Кавказа.
Так, пойдемте дальше. Триумф путинского зла, поддержки русского народа, бездействие международного сообщества. Да? Дух свободы, приветствую вас всех. Я опоздал, но не совсем. Да, нормально, еще время есть. Наполовину ты только опоздал. Владимир Рабинович, шаломчик. Шаломчик, Владимир, приветствуйте. Вольф, привет, привет, Вольф. Дух свободы, приветствую. Шалом. Так. Дух свободы, взаимно. Так, друзья, еще бы я вам хотел показать еще одну новость, да, еще одну. Так, одну минутку. Итак. Так, смотрите, ровно 2 года назад в видео чеченском сегменте интернета по WhatsApp начали распространяться видео, где идет девушка, 17 ноября это было, идет 2018 года, в сети интернет появилась видеозапись расстрела, а затем подрыва женщины российскими силовыми органами. 2 пока не установленных мужчин сидят в автомобиле, один голос 2 снимает на видео женщину в черной одежде, идущую, как позже выяснилось, Карину Спиридонову, жительницу Челябинской области 1993 года рождения, в сторону 4 вооруженных людей в камуфляжной форме. 2 говорит шепотом, голос 1, комментируя происходящее. На 30-й секунде с правой стороны появляется 2 вооруженных людей в черной одежде. Один из 4 стоящих ранее скрывается из кадра. В этот момент шептун, это голос 1, который шепчет, произносит «Вейчинг, хажа, посмотри на нашего». Мужчина в черной одежде делает несколько выстрелов в воздух. Затем подошедшие 2 и 2 из ранее стоявших вооруженных людей открывают огонь на поражение. 1 человек не стреляет. Я вам сейчас покажу это видео. Я в хронологическом порядке посекундно расписал, что это было. На тот момент, это видео есть у меня на канале Ичкерия Лайф, на тот момент российская пресса сообщила: 17 ноября 2018 года неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова. Того самого Апти Алаудинова, который сейчас опали, который готовил покушение на Кадырова, и теперь сейчас сидит, и ему закрыты все двери во властные кабинеты. По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы. Алаудинов подчеркнул, что женщина не выполнила требования полицейских и устремилась к посту. В этот момент правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а женщина осуществила самоподрыв. Генерал отметил, что жертв и пострадавшего в результате инцидента нет, поскольку удалось не подпустить преступницу к сотруднику полиции. Так, сейчас я вам покажу это видео. Я посекундно, в хронологическом порядке перевожу все, что говорится тут на этом видео. Может быть, вам будет не очень слышно. Это произошло 2 года тому назад. И я не знаю, никаких расследований министр, исполняющий обязанности, так называемый министр Апти, русский министр Апти Алаудинов, к ответственности не привлечен, как мы знаем.
Вот идет вот эта девушка. Вот смотрите, идет вот эта девушка. Давайте по порядку. Скажите, вам слышно будет звук? Потому что два человека сидят, вот снимают камера, да? Вот вы видите камеру. Это два человека сидят в машине. Двое человек. Их диалог на чеченском языке я перевел на русский язык, и он имеется полностью. Это соучастники этого убийства. Они проводят видеосъемку. Давайте посмотрим. Убийство Карины Спиридоновой. Машина говорит. Хумдац, ничего говорит. Вот она идет, смотрите, ну как можно идти, вот надо знать, вон оттуда идти, да, вот там с самого края нужно идти, получается, да. Получается, она идет вот отсюда где-то, получается, она же не могла с неба свалиться, вот где-то отсюда она идет. Они стоят и все на нее смотрят. И вот смотрите, как выйдет сейчас мужчина и будет ее останавливать. Вот смотрите, сейчас прибежит. Нормально, Шугарам говорит один. Нормально она идет, говорит. Войчинг, хажа, посмотри на нашего. Это сейчас их старший. Это небольшого роста мужчина в черной форме выскочит вперед. Это и есть главный исполнитель вот этого убийства. Вот он идет, вот он. Вот он. Все, наставляет оружие. На что наставлять оружие? Идет просто женщина. Эти полицейские ничего не делают. Вот просто вот для понимания происходящего. Стоят 4 полицейских. Ничего не происходит. И идет женщина. Оттуда сдалека медленно она идет. И тут выбегает, ни документов не спрашивает, ничего. Прямо выбегает и говорит, стой. И все полицейские вокруг рядом, которые зашевелились. До этого они стояли. Видно, понятно, что... Это вот инсценировка. Девушки обвязали ее взрывчаткой и сказали, иди на пост. И, скорее всего, на кнопку вот этого взрывчатого вещества, которое у нее при себе находится, нажимают те люди, которые снимают эту съемку, производят эту съемку. Люди, которых вот вы голоса слышите. Потому что там будет еще такой щелчок. Вы послушайте внимательно. Идет, смотрите, говорит. Вот, что, больные, что ли? Вы слышали щелчок? Смотрите. Щелчок на 47-й секунде. Слышали? Слышали щелчок? Вот. И самое главное, они повторяют, говорят, конкретно красивый взрыв был. Это убийство Карины Спиридоновой, русской девушки, которая, наверное, была мусульманкой. И эти люди, принявшие ислам люди, русские, они чаще всего становились жертвами, потому что чаще всего от них отказывались их родственники, когда они переходили в другую религию, и когда с ними происходили какие-нибудь непонятные вещи, легко было заметать эти следы. Плюс вот этим чеченоговорящим убийцам, которые уже клейма ставить негде на них кровью чеченского народа, побаивались все равно так беспардонно убивать нас. Потому что рано или поздно мы спросим. А вот с Кариной Спиридоновой спросить некому. Но есть мы есть. И мы будем спрашивать. Как за любого чеченца мы также будем спрашивать и за русских. Нам не имеет значения национальность этих людей. Да? И если мы говорим русским, то мы говорим про оккупанта русского, про политического русского. Мы не говорим о всех людях. И тем более не говорим о Карине Спиридоновой, жертве, которая убита вот этими русскими террористами. Русская девушка убита вот этими русскими террористами. Безвинно убили человека. Безвинно.
Зверски убили мрази. Да, безвинно убили девушку. Салам Аслан. Уже известны заказчики. Эд Мамедов говорит, ты о чем? Об убийстве вот этой Карины Спиридоновой? Я не знаю, ничего, наоборот, я об этом не слышал. Я знаю, что эта девушка жила где-то в Челябинской области, приехала в Дагестан, по-моему, или в Чечню, и попалась в лапы вот этим козлам, которые ее просто обвязали взрывчаткой и сказали, иди на пост. Как мы видим, да, вы можете потом пролистать, еще раз посмотреть это видео. Это видео же есть у меня на канале Ичкерия Лайв, на котором, когда в прошлый раз нас блокировали в прямом эфире, помните, с Хусейном, когда шел у нас прямой эфир, нас заблокировали, мы переключались на Ичкерия Лайв. Вот на этом канале есть это видео подробно с хронологией посекундно, с переводом на русский язык, все это имеется. И таких преступлений очень много совершается, очень много. Слышно был только щелчок твоей мышки. Нет, там был и другой щелчок. Да, тоже. Послушайте, посмотрите на канале Ичкерия Лайв. Так, давайте я вам, знаете, что сделаю? Прямо сюда сейчас закину. Сейчас я вам прямо сюда запущу это видео. Так, Аслан, ассалам алейкум. Как думаешь, если Плешивый уйдет, будет ли проще бороться с этой системой, идти к цели? Ва алейкум ассалам, Марк Робинсон. Я думаю, конечно же, будет проще. Но, знаете, у них, перед тем, как уйти, ведь Путин, ведь это же не просто Путин, да? Это же коллективный Путин. Там Патрушев, там целая банда КГБ, которая захватила власть в России. Проще, я думаю, будет, потому что у них будет разброд и шатание. Но если мы также будем в разброде и шатании, и если, например, та же самая Америка посчитает нужным договориться с каким-нибудь Каспаровым, там, с какими-нибудь другими имперцами, которые притворяются либералами и демократами, то у нас будут очень большие проблемы, потому что нас задавят информационно, и потихоньку сказать, да все, успокойтесь, все нормально, там, дадут нам какую-нибудь там небольшую долю нашей справедливости, которую мы требуем, и потом могут нас отфутболить. В этом плане мы должны, конечно же, быть начеку, скажем так, начеку. Аслан Хусейн мокшал мою ули юйцун дал машал юйцун. Амин. Хусейни дал Бугастам нормально, идет на поправку, все хорошо. Я надеюсь, послезавтра в эфире мы его увидим. Дал мула, дал мула. Так, Мухаммад Технологи инновацион. Путин обеспечил себе пожизненное правление, в то же время неприкосновенность от уголовного преследования. И он не знает, как сложится его судьба в ближайшее время. Путина судьба известна. Он уйдет только вперед ногами. Путин никогда не отпустит свой пост. Никогда. Жесткая мафия управляет страной. Да, террористическая банда, Анзор Рино, не просто мафия, террористическая банда. Так, будь они прокляты, кто ради денег убивает людей, мне без разницы, евреи, чеченцы или русские. Мне тоже, Исаак Шмулевич, абсолютно с тобой согласен. Ичкерия Форева. По всей видимости, вербовщики из параллельного отдела, как правило, отдела обработали ее и прислали на Кавказ. И эти уже как бы привязали, пустили на результат. Да, может быть так, но знаете, как особенно с девушками вариант как. Ну, когда она принимает ислам, она-то думает, что вот все там мусульмане, они правильные, честные там и так далее. И по интернету знакомиться. Девушке нужно замуж, да. Она не хочет выходить за немусульманина, раз приняла ислам.
и ей говорят, вот, приезжай, я на тебе женюсь там и так далее. И вот таким образом чаще всего заманивают. И русским их таких девушек не жалко. Да, русским, в принципе, и других же девушек не жалко. Но они это находят оправдание, типа, она же там за мусульман, там, типа, туда-сюда, перешла в их религию, да, пускай с ней будет. И другим неповадно будет, да, это другие люди, другие девушки, парни побоятся принять ислам, потому что знают, что случилось с Кариной Спиридоновой. Они сказали, нет, это бред какой-то, мы не пойдем в этот ислам. И они тем самым отпугивают от ислама, от самой миролюбивой, открытой, честной религии, которую могла бы созидать и там, творить. Тем более девушка, она бы пустила потомство, родила потом, было бы очень хорошо. Но ее убили. И никто, Абти Алаудинов и этот, который мелкий, в черной форме, который первый открыл огонь, и те, кто нажимали, сидят в машине, общаются, эти люди пока не понесли наказание. И понесут ли вообще? Они же террористку обезвредили. Но это такая гнилая, такая беспонтовая постановка была, и никто за это не ответил. Хотя это 2018 год, ОБСЕ из 16 стран взяла под контроль Чеченскую республику Ичкерия, хотя бы с 2017 года по мониторингу за правами в Чеченской республике. Но, как мы видим, Карину Спиридонову это не спасло раз. Виновные, не названы, не привлечены к ответу. Это два. Так. По-моему, кнопку нажал, который повернулся боком. Возможно, Амад из Грозного, может быть. Но мне показалось, что вот щелчок был вот в машине, те, кто снимали. Адам Цетер. В Ханкале налажен конвейер по вербовке смертников. Да, абсолютно верно. Вот тех вы видите, которые, да, здесь в интернетах пишут, да, в фейсбуках, у них там такие с бородами, такие фотографии крутые. Кстати говоря, я ничего не имею против людей, кто носит бороду. По исламу, по другим религиям, это полагается ее носить, да, и это каждый имеет на это право. Она очень идет некоторым людям и делает более мужественным человека. Ничего я против бороды не имею, чтобы вы понимали, да, что... А то я часто об этом говорю. Но есть вот в Фейсбуке, здесь в Ютубе люди, которые сидят и целенаправленно людей провоцируют на это. И я уверен, если французские спецслужбы как следует, не засучив рукава, проведут расследование убийства вот под Парижем Самюэля Пати, учителя французского, то они найдут выходы на этих вербовщиков, которые сидят за компьютерами и вербуют людей. Так, Исаак Шмулевич, я вчера задал тебе вопрос. Ты видел вживую убийцу Хангашвили и как он выглядит? Что думаешь о нем? Да, я видел, конечно, его каждый раз в суде я его вижу, он там сидит, но он, во-первых, в маске сидит и не поворачивается никогда в нашу сторону. Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы он поворачивался. Это такой зал, большой зал, этот судебный зал, и на приличном расстоянии, я, конечно, бываю в очках, и там чуть-чуть вот эти стекла, ну, вот они, вот это его клетка вся, вот это его аквариум, в котором он сейчас находится во время суда. Там, ну, не так четко все можно разобрать, конечно, но так видно, сидит это путинское чмо. Сидит. Извиняюсь, конечно, сегодня просто у меня такое настроение, что всех хочется чмошниками назвать. Как там Варвара Караулова, у которой отец миллионер и смог вернуть ее из Турции. ИГИЛ направлялась. Ну да, кстати, тоже обманули девчонку, чуть было не влипло. Леча, да-да, щелчок был, да, мне тоже показалось, Леча, что был щелчок.
Ислам ночи. Ставьте лайк, братья. Баркал говорит, ислам ночи. Да, кстати, ставьте лайки. Ставьте лайки. Я, кстати, под этим видео тоже размещу. Тоже размещу. Сейчас я постараюсь. Это видео. Убийство Карины Спиридоновой. Вот эту ссылку я размещаю. Вы сможете, я ее потом закреплю наверху. Вернее, сейчас ее закреплю. А потом вы сможете посмотреть. Можете посмотреть и распространяйте это видео, конечно же. Абти Алаудинов должен понести ответственность за это убийство. Я уверен, что он причастен к этому, потому что на тот момент он был исполняющим обязанности министра внутренних дел. И он первый заявил об этом случае. А тот, кто берет, вот помните, как вот этот парень с этим Тепсуркаевым, с бутылкой, первый, кто вылез, заявил об этом. Первый вылез этот Магомед Даудов по кличке Лорд. И после этого стал теперь вовеки вечный Магомед Даудов по кличке Бутылкин. Так, Леча Дадаш, у меня острый музыкальный слух, и уловить щелчок в машине не нужно даже слух напрягать. Да, посмотрите, увидите. Вещи надо называть своими именами, говорит Хамзат. Да, да, тебя бомбит, говорит Владимир Рабинович. Да, да. Сегодня у меня тяжелый день был просто. И завтра будет очень тяжелый. Да, потому что они и есть чмошники, говорит Тор. Да, Тор. Чеченский лет Рязанский сайт. Аслан, когда ты говоришь Путин чмо, у меня адреналин зашкаливает. Путин чмо, Путин чмо. Да, ну, чмо он или нет, скажу я или нет, он не перестанет быть чмо. Так, давайте задавайте ваши вопросы, друзья. И будем дальше обсуждать тему. Так, про коронавирус рассказал вам. Хотел я вам рассказать еще одну вещь. Тогда уж вопросы можете пока не задавать. Вам покажу еще одно видео. Здесь приводится выступление французского корсиканца, адвоката Поля Солакаро. Во мне неприятное чувство, что в итоге мы, полиция, себе говорим, да ладно, не будем особо стараться для этого мутного чеченца, политэмигранта. Эти чеченцы дикие и опасны, не будем особо стараться для них. И так далее. Выступление в суде французского адвоката. Давайте послушаем, что он говорит. Это очень интересно. Буквально здесь минутку, и будет интересно послушать. Во мне неприятное чувство, что в итоге мы себе говорим, да ладно, не будем особо стараться для какого-то мутного чеченца, политэмигранта. Эти чеченцы дикие, опасные, не будем особо стараться. Я позволю себе в 2 минутах стать адвокатом чеченцев, всех чеченцев. Я считаю, что это сообщество, я не люблю это слово, заслужило быть, как мы, французы, знаменитым. Среди чеченцев, как и среди корсиканцев, корсиканец, или аверенцев, регион Франции, есть разные люди. Среди чеченцев есть разные люди. Есть люди чести, очень много хороших людей, людей совести, достоинства. Они работяги, заботятся о своих семьях, детях. Они отвечают за свои слова. Но я продолжу это, так как, к большому сожалению, закончилось сам ролик, потому что он взят с Инстаграма, и он всего минуту. Но я закончу то, что он тут говорит.
Есть разные люди среди чеченцев, есть люди чести, очень много хороших людей, людей совести и достоинства. Они работяги, заботятся о своих семьях, детях, они отвечают за свои слова и поступки. Чеченцы – люди слова. У чеченцев развито чувство дружбы и ответственности, и они умеют дружить и поддерживать. Не знаю, мадам и месье, судьи, мы живем в этой эпохе, когда за слова не отвечают, когда тут дружба теряет силу, фамильные ценности теряются, мы погибаем в этом гнилом обществе 21 века. Ипокризия, лицемерие, человеческие ценности, которые мы извращаем и над которыми насмехаемся. Семья, друзья, слово, что все это какая-то цена, если нет денег. А у чеченцев есть все это. И для них главные ценности – это семья, дружба и слово. Им все равно на все остальное. Знаете, чеченские мужчины и женщины – последние люди чести и достоинства в этом мире. Говорю женщины, потому что чеченские женщины занимают достойное место в их культуре. Вы даже не представляете, насколько важно и решающее слово чеченской женщины в семье и обществе. Вы видите этих сильных и трудных чеченских мужчин, но за каждым брутальным чеченцем есть мама или бабушка, которые решают, и их слово будет услышано и учтено. Чеченская нация, сообщество, имеет общие точки соприкосновения с нами. Храбрость, они дорожат традициями. Но вот так выступил француз, защищая одного чеченца в суде. И я думаю, у нас, когда я говорю, что у нас есть большой потенциал здесь, в Европе, у чеченцев, и большая сила, которая имеется, я говорю не только о том, что вот мы сами, как чеченцы, разовьемся, что непременно произойдет, и будем сильной, успешной группой, общиной здесь, в Европе, нацией, которая займет достойное место в европейской семье. Но также я говорю о том, что те люди, которые нас приняли, с которыми дружат наши братья, наши дети, наши сестры, с которыми наши соседи, с которыми мы живем, если мы показываем себя, а по большей части мы себя показываем только с положительной, хорошей стороны, хотя, конечно, есть эксцессы и плохие моменты имеются, без этого не могло быть в принципе, при том, что есть массовая пропаганда, что эти люди, французы, немцы, англичане, американцы, которые нас поддерживают, уважают, дружат с нами, эти люди не предвзяты к нам, как были предвзяты и есть предвзяты к нам русские в России. Эти люди не убивали нас, мы не убивали их, мы никогда не воевали с ними, ничего не делили. Эти люди нам помогли, и мы должны им благодарны быть. И эти французы, немцы, остальные люди, которые здесь в Европе проживают, народы, нации, они объективны по отношению к нам. И вот наш потенциал кроется и в этом тоже. Эти люди, наше отношение с ними, их оценка нас, да, когда мы говорим о себе, да, я говорю, что мы чеченцы там такие-сякие, хотя я по большей части говорю не от себя, а от чеченцев, как со стороны я говорю. Потому что я большую часть провел не среди чеченцев, а среди других народов, хотя никогда не прерывал ни на один день своей связи. Эти люди, они говорят, когда за нас, вот этот французский адвокат, очень точные вещи говорит. И о нас делается оценка. И эта оценка будет делаться и впредь. И 10 лет, и 20 лет, и 30 лет пройдет. И нас будут оценивать. И мы должны себя показать не так, как нас преподносила пропаганда. И иногда мы поступались именно по лекалам этой пропаганды. А так, как мы есть на самом деле. Честные, открытые, держащие слово. И что деньги для нас не самое важное. Да, деньги нужны, да, для нашем современном мире деньги, да и не только в современном мире, раньше деньги имели большое значение всегда.
И ради денег совершались, ради финансов и материальных благ совершались все войны и все грязные преступления на этой земле. Но у чеченцев в досье, да, когда их могли задержать где-нибудь там, еще где-то о нас писали, только у нас чаще всего писалось слово «не подкупен». И деньги не имеют значения, такого значения, где ты, чеченец, перестаешь быть чеченцем. Ты можешь быть миллиардером, но уже не быть чеченцем. Даже по крови будучи чеченцем, ты перестаешь им быть. Потому что ты продался за деньги, как это сделал Бутылкин, например, Демельханов, или Кадыров, или еще кто-нибудь, которые продаются за деньги. Поэтому все будет Ичкерия, и я вас призываю, дружите с теми людьми, которые здесь живут, проказывайте нашу прекрасную культуру, наше благородство, говорите своим детям об этом, рассказывайте им, чтобы они показывали себя с лучшей стороны. Давайте посмотрим, что вы пишете. Смотрю, у вас тут активное общение пошло. Так. Так, Хамзат Гилаев, рязанцы чай пьют без сахара, говорит. Так. Исаак Шмулевич, Аслан, в этом мире столько много больших несвободных наций, и ни одна из них не сопротивляется, как чеченцы, хотя и маленькая нация. Да, вот мы такие. И знаешь, Исаак, буду тебе уже на ты, давно уже перешел с тобой на ты, и ты тут, думаю, тоже. Знаешь, понимая, не знаю, может быть, изначально наша была такая культура, но понимая, что мы не можем физически одолеть врага, начиная там с Тамерлана, татаро-монгольского этого нашествия, потом вот этого русского нашествия, наша культура подстраховалась. Мы все сделали так, чтобы нас нельзя было покорить. Наверное, это может изначально так было. Может, после того, как мы так долго сражались, мы так выработали это, вот эту систему. Мы обращаемся друг к другу, когда мы приветствуем. Да, по-арабски мы говорим «Ассаламу алейкум», то есть «желаю мира», мира твоему дому. А когда же мы говорим по-чеченски, мы говорим друг другу «Маш овель», приходи свободным, и когда мы прощаемся друг с другом, мы говорим «Маш ойль», передай маршал, говорим мы, маршал луа, передай свободы, Машу передай. Вот такого плана у нас все повернуто на свободе. Поэтому, да, можно, например, Кадырова купить за миллиард, сделать там много чего, но сама культура, на чем строится, даже сам Кадыров и его вот эти другие вот эти бандюги, они сами об этом говорят, что мы там свободные, там независимые и так далее. Причем он холоп, халдей, который убивает свой народ в угоду русскому наночмошнику. Но при всем при этом у него есть дети. И нет гарантии, что, точнее, большая вероятность, что его дети, его племянники, другие, третьи, десятые, вокруг Кадырова, много людей, их дети, они будут все равно возвращаться к своим истокам, понимать, что под кем-то быть, это не по-чеченски. Когда ты под кем-то, ты уже не чеченец. Чеченец – это состояние души. Ты можешь делать только то, что ты делаешь добровольно, по своей воле. Тебя нужно убедить. Трудный, конечно, народ чеченцы, особенно вот последние вот эти этапы не способствовали нашему образовательному процессу, развитию. Но при всем при этом нас нельзя заставить. И я абсолютно убежден, что мы выстоим, что мы получим свою долгожданную свободу, освободим свою землю и привлечем уголовной ответственности всех преступников.
Всех их имена мы назовем и обозначим. Да, Аль-Мула, инша Аллах. Да поможет нам Всевышний в этом. Да, Аль-Мула. Так, пойдемте дальше. Эти в машине типа случайно снимали. Да, Ичкерия Форева, типа как будто они снимали эту съемку, как будто случайно. На самом деле, уже заранее все снимают, на нашего посмотри. Ну, короче, спалились. Владимир, так, если в Ханкале налажен выпуск смертников, то будут готовить из депортированных из Европы, отмороженных ГБшной религиозной пропагандой. Абсолютно с вами согласен. Их могут подготавливать и отправлять уже снова сюда. Мне интересно, какое решение было в этом суде в пользу чеченца или в пользу подлости. Ну, может, чеченец тоже был не совсем прав, но раз попал на скамью подсудимого. Но, знаете, иногда нас не то, что вот 100% без причины обвиняют, но иногда на нас любят навешивать то, что вот сверху, да. Так, Маждада, дер арбойс на Будруденшафтвай, мы многое успустим. Да, это точно. Владимир Рабинович, Ичкерия будет свободной, в городе Джахар будет маленькая юридическая контора реалити, а Грозным будет только чеченский беспилотник. Отлично. Да, спасибо, Владимир. Спасибо. Чечения будет синагога имени Орти Аслана. Почему имени Орти Аслана? Наверное, это должен быть еврей. Если синагога у нас была и, наверное, будет, обязательно будет. Но это должен быть какой-нибудь там религиозный деятель в честь него. Еврейский, иудейский религиозный деятель. В честь Аслана Арцева, ну, назовете, я не против. Просто я этого не заслуживаю. Ибрагим Ильясов, ассаламу алейкум, Дейли салам маршал, Арслан, как вы думаете, русские сами способны без поддержки извне Руси свергнуть власть и наладить жизнь России? Нет. Ва алейкум ассалам, Ибрагим, нет, не способны. Так же, как не способны белорусы это сделать, без поддержки извне. Вот не могут они это сделать. Не могут. Украинский повстанец. А вот с украинцами другой вопрос. Украинцы это вообще, это, по-моему, это чеченцы, славянские чеченцы. Украинский повстанец. Слава чеченцам и всем народам Кавказа. Героям слава, украинский повстанец. Дякую. Анзор Рено. Имперское гнилое нутро Ивана легко выявить, задав всего лишь простой вопрос. Ты за свободную независимую Чечению? Да. Или Крым ваш, или наш, сказать, и все. Так, ну для начала мы у вас закупим беспилотники, говорит. Да, кстати, израильские беспилотники самое то, Дион. Лечи, да, чеченский БПЛА сил ад. Да, кстати, в каждом доме должен быть беспилотник. Юсуп Кукуев, ассаламу алейкум, что нового вооруженный банд формирования? Как вы, Аслан, да поможет тебе Аллах? Алейкум ассалам, Юсуп Кукуев, марш вовремя. Делрейс хуйль. Мы вооруженный банд формирования. Так, мы это самое, невооруженный банд формирования. Делрейс хуйль, все отлично. Делрейс хуйль. Так, Тор, я долго ненавидел чеченцев, даже сам не мог понять почему, но я познакомился с чеченским адвокатом в Люксембурге. Честно скажу, я зауважал чеченца из-за его поведения. Парень держит свое слово. Ясно. Что-то мне кто-то раньше тоже писал. Тор, по-моему, ты и писал мне, что ты в Люксембурге познакомился с каким-то адвокатом чеченским. Что-то я ничего не знаю про него. Свобода – это сама сущность чеченца, говорит Хамзат Гилаев. Совершенно верно. Марк Робинсон. Аслан, попробуйте в рулетке выйти на связь с немцами. Интересно узнать их мнение про Рашку и Ичкерию. Многие, возможно, не знают всю эту историю. Да? Ночи вы красавцы, говорит Исаак Шмулевич. Подякую. Тода, Исаак, тода. Так, надо, Эдмомеда, надо киргизов Российской Федерации настроить. Надо киргизов.
в российский настроить. Марк Робинс, Аслан не знает немецкий язык. Да, я его очень плохо знаю. Ассаламу алейкум, как там у вас погода? Валейкум салам, отличная погода. Аслан, сегодня ты огонь в хорошем смысле, просто бомба. Нема 70. Дякую, Нема Барков. Аслан, ты слышал о Вячеславе Мальцеве? Алиев. Да, слышал. А что значит тода? Это по-еврейски? Да, тода это спасибо, значит. Когда мы выходим против депортации из Европы и чеченцев, мы пытаемся не допустить накачки ФСБшных рядов русских квалифицированными чеченцами, знающими иностранные языки. Их будут использовать против нас. Да, абсолютно так и есть. Совершенно верно. Владимир Абинович, ну вот вы меня тут комплиментами завалили. Хватит уже. Немо, мне кажется, что ты под ником Немо ходишь. Невооруженный бандформирование, оружия нет, особенно байрактаров. Дайте, пожалуйста. Украинский повстанец, да поможете мне из снарядами, там автоматами, гранаты, РПГ, пистолет, тоді точно допоможу вам. Я так вам допомагаю. Ясно. Готовы разобрать москали на частины. Готов. Так. Оставим. Чтобы сменилась власть Российской Федерации, надо киргизов настроить Российской Федерации. Точно. Совершенно верно. Киргизы вообще пинка дают 2 секунды. 2 секунды. Так, господа, на этом, я думаю, наш стрим можно завершить на этой прекрасной ноте, на хорошем настроении. Ахмад из Грозного, отвечу на его. Аслан, я живу в Дрездене, хотел спросить у тебя, есть знакомые в Дрездене? Нет, Ахмад, из Грозного у меня нету знакомых в Дрездене, а если бы и были, я бы не сказал бы. Потому что не нужно много чего говорить. Так что вот такие вот дела. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Ставьте лайки, распространяйте наши видео, распространяйте в социальных сетях наши видео, скопируйте, распространяйте как можно больше. Так что все будет, как говорится, Ичкерия. И последнее, отвечу, прочитаю вопрос Юсупа Кукуева. Аслан, отвези меня домой, я надеюсь на тебя, я хочу умереть на своей земле. Выгоняйте русских фашистов из нашей земли. Дал мула, брат, дал мула. Дал мула, вайндал и уарц дохкар духвайндал, и соват диш духвайнд. Всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Спокойной ночи. Ассалам алейкум. Маш ойл, адик юэль.